Так, добрый день, уважаемые подписчики. Это я снова. Сегодня я пришел, как вам выразиться. Ну, если по-советски объяснить, это экзаменационный регистрационный центр ГАИ Японии, города Киото. Здесь надо пересдавать права, обменять права и получить международные права. Сегодня я пришел получать международные права, потому что мне надо водительское удостоверение. У меня советского образца 1985 года, но на всякий случай я хочу взять с собой международные права. Ну, вдруг в Казахстан поеду или Узбекистан поеду. Киото, префектуал, полис, драйв, центр, лицензия. А здесь еще и права получают, экзамен сдают. Я, если будет возможность, покажу полигон, как здесь проходят экзамены. Так, здесь стоянки везде. Вот само основное здание. Так, велосипеды отдельно ставятся, машины отдельно ставятся. И заходим в здание. Согласно Женевской конвенции, киргиз, вот здесь на японском, входит в эту конвенцию, поэтому международные кыргызские права действуют здесь в Японии. И японские международные права действуют в Кыргызстане. И вот сколько стран здесь? 97 стран или сколько? 160, потом посчитаем. Ну, в первую очередь, мне надо оплатить за международные права 20 долларов. Ну, сейчас. Так, вот кассы. Так, оплачиваем. Так, оплачиваем счет сперва. $2350 йен. Аттеру. И получаем квитанцию. Берем квитанцию и идем на второй этаж, потому что на первом этаже здесь в основном те, кто пересдает или получает водительское удостоверение. Вот, пожалуйста, полностью карта информационная города, здания, где какой отдел, какой все расписано, все показано. Вот, пожалуйста, окошки. Там кассы, сюда сдаете удостоверение личности, а это уже сидят ребята для вождения. Там выход на полигон экзаменационный. Все сидят, ждут. Так. Мне надо на второй этаж. Я уже зашел, сдал документы, права японские, паспорт кыргызский, фотография и вот еще оплата. Так, вот здесь второе окошко с 9:30 до 11 принимает. Так, вот надо здесь встать. Фотография 4,5 на 3,5, последние 6 месяцев. Сейчас я этот отдам и это объясню. Ждем. Ровно в 11 закрывается.
те японцы, которые выезжают за рубеж, они должны получить международные права. Эти международные права действуют 1 год. После окончания 1 года надо обязательно прийти и сдать сюда старые, международные права. Так как грипп, обязательно маску, говорит, кто гриппует. Если изменение адреса, тоже надо предоставить справку с мэрии, что адрес поменялся. Но у меня последние 10 лет адрес не менялся, поэтому я без ничего. Как четко работают все. Прохладно здесь, кондиционер работает. Они все досконально, все прям по пунктам объясняют, как делать, что делать. Знаете, потому что люди, японцы, выезжают за рубеж, им надо информацию. 払いました。はい。こちらレシート本人さんの世界になるんでお返ししておきます。はい、わかりで、ました。またお呼びしますんで。わかりました。Сейчас они уточнят и это. Значит, приходите с международными правами. Раньше тут не было автомата. Вставляете сюда удостоверение водительское, и здесь отсюда анкета выдается, адрес поменялся, не поменялся, страна поменялась, не поменялась. И отсюда выходит полностью анкета. Вот сейчас он. Видите? Видите тоже. Видите, сейчас удостоверение. Вот, удостоверение положил. Так, если изменений нет, то нажимает, да, без изменений. Адрес тот же. Все, вот. И оттуда распечатка. Пожалуйста. Вот. И там надо дописать фамилия, номер паспорта своего японского, срок действия паспорта. Будем ждать. Вот. Так, ну что, пойдемте покажу вам первый этаж. Японские права действуют 3 года, 5 лет. 3 года это обычные нормальные права. Кого? Меня зовут? Знаете, надо там сидеть. Все нормально же. Значит, 5 лет это синие права, если без нарушений. И после голубых, синих прав можно золотые получить. Но перед тем, как эти права получить, надо экзамен сдать, вождение. И там есть помещение, там надо сдавать видео. Это значит, здесь после окончания автошколы здесь сдаете экзамены вождения. А есть утром приходите, у кого 5 лет срок истекает или 3 года, здесь надо занять очередь, предоставить сюда, вот здесь они получают. Открытка приходит, официальная открытка, за 2 месяца до твоего рождения приходит открытка, что вам надо, что ваше удостоверение подходит уже к концу срока, и вам надо поменять, обновить. И, пожалуйста, вот приходите, обновляете, получаете документы, анкеты и идете сюда, в это здание. Для обмена в другое здание. Вот. Выходите, идете сюда. Здесь надо пройти обследование. Заново пишите, оплачиваете за обмен прав
Сейчас я посмотрю. 3000, по-моему, было. Или 4000. Вот. Здесь он вам объясняет, видите? Вот. Вот. Здесь оплачиваете в кассу. Вот. Здесь все четко расскажут, покажут. Вот. Все автоматизировано. Вкладываете, потом оплачиваете 2500. Проходите легкий медосмотр. Глаза проверяет, кто очки, кто без очков. Вот, пожалуйста, здесь. Здесь проверяет очки. Потом вы после этого 4 по номерам ходите туда, 5 номер. Там сдаете анализы все. Заходите в 7 окошко, фотографирует вас. Потом 8 и идете наверх. Вот. Наверх идете, там видеолекция. Если у вас в течение 3 лет было нарушение, любое, то идете 2 часа лекции слушать, видеолекции проходить. Так, полигон там. Короче, это уже они закончили, сейчас уже лекции слушать. Поэтому... Так, остановимся и я там продолжу сейчас. Постараюсь полигон снять, но это надо во время этого снять. Обеденного перерыва. Просто так туда не зайдешь. Сейчас пойдемся. Туда еще пройдемся, я еще сниму. Так, вот, пожалуйста, полигон для прохождения вождения. Ну, я в 95-м году сдавал, поэтому с тех пор уже 28 лет прошло уже. Но перед тем, как сдавать вождение, я в обеденный перерыв, японцы пешком ходят и обследуют. Ну, как будто на машине, налево посмотрел, направо посмотрел, потом есть у них этот пинг-понг, есть перед перекрестком или перед железнодорожным переездом надо 3 раза тормоз нажимать, ну, давать знак. Вот. Потом задом заезжаешь, вон, видите, там ловушки. Потом на подъем спускаешься 40 километров, светофоры. При подъеме останавливаешься. Если остановился, как ты дергаешь плавно или как полностью вот так здесь. 2 круга делаете. Если все отлично, то рядом сидит экзаменатор полицейский, он ставит вам оценки 100 баллов. Получаете и получаете японские права на 3 года сразу. Вот. Это я с туалета снял, поэтому потому что там не видно. Ну, сейчас там еще внизу спустимся, посмотрим. Так, вот экзамен сдают на старых японских машинах Toyota. Я сдавал в 95-м году Toyota Mark II. Есть такая машина была. На ней я сдавал. Короче, перед сдачей экзамена надо же деньги заплатить. И каждый раз, если ты проваливаешь водительский полигон, ну, как его, экзамен, надо заново платить, надо заново сдавать. И так хоть 10 раз, хоть 100 раз. Я сдавал на Марцу. Я в 95-м году я приехал на велосипеде оттуда из дома. Это, вон, видите, башня там, видите, да, это Фусиминари. Туда километров где-то 10 на велосипеде приехал. Прежде чем приехать вообще сюда, в экзаменационный центр, у меня советские права были. Летом, в августе, мы поехали в Токио. Тогда было советское посольство еще, потому что страны СНГ еще не обосновались в Японии посольствами. Поэтому, так как я был советским гражданином, советский паспорт, у меня был советские права, мне пришлось поехать в посольство СССР в Токио, это район Минатоку, и там попросить перевести мои советские официальные права на японский язык. И на основании этого перевода я приехал сюда сдавать, получать японские права. Все документы оформил, все подписал, все было отлично. Дошло и этот письменный экзамен я сдал, ответил на 10 вопросов, все нормально. И время пришло для сдачи вождения. И
Там вот раньше здесь, не знаю, раньше как-то прохладнее было. Мы сидели здесь на улице по 3 человека, выходишь по номерам и сидишь, ждешь, когда машина подъедет. Марк Цу. И первый раз я пришел в этих сандалиях, в таких сандалиях черных. Экзаменатор увидел и сказал: нет, не пойдет, нельзя в тапочках сдавать, да, обязательно надо быть нормальные ботинки, и прогнал меня, короче. Пришлось ехать домой 10 километров. На следующий день опять утром я приехал уже в Ботасах, снова заплатил деньги и снова занял очередь. Там сейчас вот ребята сидят, ждут. Подошла моя очередь, сели мы на вот такую машину экзаменационную. Тогда был этот, типа этого, Марк Цу, Toyota белая. Может быть, эта машина. Там, видите, полицейский ездит, патрулирует. Вот. Ну, это уже современная машина. Так, сейчас посмотрим, какая машина. Это Комфорт Деликс. Нет, у меня был Марк Цу. И, короче, я заехал. Но прежде чем сесть на машину, после обеда, все японцы во время обеда, не знаю, в то время, в 95-м году, сейчас никого нету, все ходили по полигону и имитировали вождение экзамена, как сдать. Хидари йоши, миги йоши, стоп, шипацию, движение. И здесь нельзя на зеркало смотреть, надо все время головой крутить, понимаете? Нельзя на зеркало смотреть, надо голову вот высовывать и смотреть налево, направо, даже заднее зеркало постоянно смотреть, этот бак мира. Короче, я с одного раза сдал экзамен, представляете? Японским я еще тогда плохо владел, так, более-менее там. Короче, я с первого раза сдал, они удивились, сказали: позвали японца, говорит, полицейский. Вот этот парнишка, говорит, первого раза сдал, говорит, удивительно, говорит, он японский не знает, говорит, я так по-английски, по-японски они там что-то базарили, я так понял. И он повел меня на второй этаж, где сейчас я документы получаю, завел туда в этот зал, офис, и похвастался: смотри, говорит, этот пацан, оказывается, сдал с первого раза, говорит, вообще, говорит, ты кто, говорит, я говорю, я советский полисмен, у них шары вот такие, говорит, как советский полисмен? Я говорю, да, говорю, советский полисмен, говорю, я с 10 лет за рулем. Они удивились, они были в шоке. История моя. Я рассказывал, просто хочу еще раз уточнить. Сейчас обеденный перерыв. Видите, все сидят, ждут. Вот. Грузовики, кто на грузовиках, на малолитражках, это для пенсионеров. По категориям: механик, автомат, подразделения, автобусы. Так, ладно, заходим внутрь. Там внутри продолжим. Сидим, ждем. Пока ждем, я хочу вам показать объявление. Розыск преступников. Вознаграждение $10 000. $10 000. $6 000. Если найдете, увидите, позвоните. Постановить, надо каски одевать. Давайте будем соблюдать правила дорожного движения. Руру мамород, имучу мамород. Жизнь свою сохранивать. Так вот. Сидим, ждем. Где-то 2 часа уйдет, наверное. Когда позовут, подойдем, заберем, я еще раз покажу, расскажу. Все. Хай. はい、お待たせです。できました。ありがとうございます。後ろにね、今日国際免許を発給したこと書いて、わかりました。今日から1年の有効ですね。はい。Целый год будет работать. これがパスポート、一番後ろ。あれ？一番後ろ。顔があるとこない？一番後ろ。一番後ろ。ここや。
あった。お兄さん間違いないですか？間違いない。はい、お返しします。これが国際免許ですね。発給日今日の日付で書いてあります。わかりました。сегодня число。日本語大丈夫ですか？大丈夫です。1から5の横に字してるないここに書いてあるんです。わかりました。1にねお名前ですね。はい。間違いないですか？綴りが。Так, Рахунов Сапарбек, Кыргызстан. 間違いない。大丈夫です。はい、僕に。3番が出生地のはい、4番が5番が住所ね。はい。住所も全部入らんようになるんで、もう C までしか書いてませんのでね。わかりました。海外で運転するとき日本の免許、パスポート、国際免許、3点わかりました。運転です。はい。運転できる種類 A から E まであるんですが B だけになります。3とおっしゃりますんでね。わかりました。内容は B ここに書いてあるんだけど日本語で乗用車が運転者のほか8なので合計9人までね。貨物は3500キロまでです。わかりました。日本の免許と違うんでね気をつけてください。わかりました。で日本で車の免許だったら原付運転できるんですけど海外では二輪一切運転できません。気をつけてください。わかりました。写真貼ります。でこの前ここにサインが忘れたからまた取りに来たことあるんですから。そうそうそう。Это роспись, что он объяснит. Так, надо паспорт и водительские удостоверения с собой, оказывается, с международными. ごめん、この通り書いてもらってごめんなさい。Окей. ごめんね。男性でよかったですね。はい、ありがとうございます。はい。じゃあこれが国際免許。発給日ね、今日の日付で書いてありますんでね、中身です。1から5、言うたよね。これ、偽造防止でね、京都府の公園に写真に割り印をしました。で家帰ってからにね、署名をね、今回しといてください。点々と写真の間のここのスペースにね、1番、2番の順番でね、ローマ字の筆記体で書いてください。わかりました。はい。で京都の公安委員長森田正幸さんって言いますが、森田正幸ってね、筆記体で書いてますんで、こういう字体で書いてください。わかりました。はい。じゃあ以上で終わりになります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。Все. Ну все. Так. Здесь на русском языке есть. Вот, пожалуйста. Так, фамилия, имя, место рождения, дата рождения, место постоянного жительства. Все это пишем. Здесь пишем. И здесь надо обязательно свою подпись. Вот, пожалуйста, 1 год будет действовать. Видите, да? Джапан. Японские международные права. И все. И они сказали, что обязательно с этими международными правами должны быть японские права. И он сказал, что у меня только будет категория B действовать. Значит, категория B – это пассажирские автомобили, имеющие в дополнение к сидению водителя не более 8 мест для сидений, или грузовые автомобили с допустимым максимальным весом, не превышающим 3,5 килограмма, 3500 килограмм, 3,5 тонны. Автомобили этой категории могут иметь детский прицеп, легкий прицеп. Все, только категория Б. Мотоциклы нельзя, это нельзя. Вот. Это вождение уже сдали. Там сейчас окошко сдутое, получать права. Получается, все сдали. Но если ты даже не сдал, они скажут. Самый волнующий момент. Видите? Вот, пожалуйста. Сейчас будут вызывать и вручать паспорт, водительское удостоверение. Вот так вот. Проверяйте фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства. Не отходя от кассы, говорит. Ну все, едем домой. После посещения за границей надо обязательно до конца года принести, сдать это удостоверение. Потому что
Они здесь мне отметку поставили, что я получил международные права. Поэтому обязательно надо сдать. Как строго, да? Везде порядок. Я почти каждый год получаю, до короны, до пандемии, каждый год получал, ездил. В Кыргызстане меня ни разу никто не остановил, я старался не нарушать. Но один раз было. Утром рано, когда я ехал в село Ленинское, меня остановили два гаишника, майор и подполковник. И, короче, они докопались до меня. Ну, мол, советские права не действуют, они еще под загаром или как. Ну, выпившие, ну, чувствовал, что они после ночной бухаловки. Они до меня докопались, а у меня еще тогда здесь была форма была. Я в форме, в капитанской сфотографировался. Они, почему ты в капитанской форме, ты не действующий сотрудник? Ну, короче, как пошел мусолить меня советскими правами. Я, ладно, пришлось все международный вытащить. Ребята, если проблемы, пожалуйста, вот мои права. Они посмотрели, первый раз увидели международные права. И говорят, о, блин, ты, оказывается, в Японии живешь, международные права. Ну, извини, братан, не отпустили. Вот первый, единственный случай, это было в 2008 или 2009 году было это. Ну, тогда еще. Сейчас-то уже, я не знаю сейчас, какие правила. Вообще, как я машину поставил туда вот. Сейчас я вам покажу дорогу, по которой я на велосипеде приехал. В 95-м году не было ни айфонов, ни телефонов, поэтому у меня была карта города Киото, и я по карте ориентируясь, ну, короче, добирался по карте везде. Это сейчас у вас хорошо везде айфоны, майфоны, ну, тут Алису открыл, блин, карту нажал, она тебе все показала, рассказала. А раньше, в 95-м году, ну, я единственный кыргыз-иностранец здесь в Киото был. Так, вот моя машина, наверное, нагрелась. Здесь полная была, там забитая была стоянка, поэтому пришлось сюда аж далеко поставить. Так, ну что, едем, ребята? Так, надо включить кондиционер, потому что у нас после дождя прям... Так, я сейчас продолжу. Едем дальше. Так, ну что, продолжаю. Полчаса наоборот, я буду показывать, как я сюда приехал. Так, сейчас поставлю, а то впереди могут гаишники быть. Почему он болтается? Сейчас, подождите, камеру закреплю. Советская ГАИ, РЭО назывался, регистрационный экзаменационный отдел. Сюда такси ходят, автобус тоже ходит. Такой район, блин, закуток. Так, у нас сегодня 36 градусов. Вот учебная машина. Кто забыл вождение, они здесь тренируются по 6-7 часов. Потому что экзамен они там внутри сдают. Здесь можно заплатить деньги и потренироваться с инструктором вождения. Так. Вот по этой дороге я добирался на велосипеде. Правда, я там на светофоре надо на велосипеде направо, на мост выскочить. Я на машине, поэтому... Тут еще фотосалон есть, должен быть. Мы прибегали, это фотографировались. Потому что размер там 2×3, чисто японский размер, непонятный, блин. Здесь должен быть где-то автомат. Здесь вот здесь был комбини-стор.
Закрылся, оказывается, компания по продаже машин. Так, вот доллар 139. Поднимается. Ну, какие машины, смотрите. Блин, звери, титаны. Джипы. Так, тут направо. Столовая дешевая, самая столовая такая японская дешевая. Вообще этот район грязный район, блин, ну как сказать, ну по японским меркам, да. Тут с левой стороны, вот, Land Cruiser 300 аж 4 восьмерки. Круто, круто. Надо 2 года ждать, пока машины, если в автосалоне закажешь, 2 года ждать, пока машину приготовят, ну и изготовят. Вы же индивидуальный заказ делаете, там кожаный салон, руль кожа, там цвет белый, черный, желтый. Вот авто у нас самые такие сейчас в тренде машины. Как вспомню, я летом сюда приезжал на велосипеде. Ну да, энергии много было у меня. Прям голод такой, знаете, после Советского Союза все хотелось узнать, увидеть, пощупать. Поэтому я в первую очередь хотел это самое права получить. И сразу за $500 я купил этот мотоцикл 50 кубов. И на ней ездил на работу утром и вечером. Потому что жить-то надо было, подрабатывать. Правила дорожного движения, как и везде, во всем мире, одинаковые. Только в Японии правосторонние, это самые удобные они. Японцы провели исследования раньше, что правая сторона самая удобная для водителя ездить. Раньше этих магазинов не было, аптеки не было, одежды не было, здесь вообще пусто было. Ну да, за 28 лет здесь много чего поменялось. Мост не поменялся, вот мост остался. Вот по этому мосту я спустился, и там перекресток я туда прям по карте срезал. Так, у нас без 15:12, жарко, душно. Мне машина говорит, что налево нельзя, одностороннее движение. А вот с правой стороны. В то время велосипедом нельзя, арба и велосипед по мосту нельзя. Ну я иностранец, я же не смотрел. Ну может быть после 95-го года повесили этот знак, что нельзя. Я приехал на велосипеде. Еще газовые, слева газовые эти хранилища на карте есть обозначено. Успели. Ладно, едем прямо, потому что, наверное, там пересечение с первой дорогой. В Японии дороги узкие, но за счет того, что все соблюдают правила дорожного движения, очень удобно ездить в Японии. Не бояться, если вы даже не читаете иероглифы, не владеете японским языком, можно, смотря на дороги, на знаки, можно ездить. Вот я же говорил, первая дорога забита, там основная трасса первая.
И дорожные полицейские могут сейчас быть, говорит, будьте осторожными, предупреждает система. Вот, кто едет прямо по левой стороне, кто направо, 2 полосы, пожалуйста, видите, да? 2 полосы. Поэтому первая полоса, кто едет прямо, очень много машин. Там направо. Автобус выезжал с автобусного терминала, вот, и регулировщик выпустил автобус. Видите? И все пропускают. Так жарко, да. Жарко, ничего не скажешь. Так, все стоят, все с кондиционерами. Там что? Здесь был зоомагазин был. Наверное, хозяин сменился. Рейс Томас 555. Американский магазин, кафетерий. Так, но я не буду выключаться, едем дальше сейчас. Чуть-чуть. Если прямо поехать, можно выехать к моему дому, но там еще одна дорога есть, пересекается с 24-й дорогой, и там точно такие же пробки, поэтому я хочу обрезать направо, там по полю проехаться, быстрее мне будет добраться до дома. Ну, по дороге сами увидите. Да, корона многому нас научила. Мы 3 года уже не были в Кыргызстане. Ну, я там в ноябре был, на 5 дней летал. Так, все, двигаемся, ребята. Я поставлю, потому что камеру держать и регулировать, и ездить за рулем тоже опасно, могут штрафануть. И заметьте, пожалуйста, что на перекрестках у нас нету камер слежения, там нарушений нет у нас. Можно вперед проехать, можно на перекрестке встать, и ничего, никаких нарушений не будет. В Японии насчет этого хорошо. Есть в некоторых трассах фиксация скорости, но это редко-редко. В моей префектуре нету. Так, едем направо. Давайте. Ну, здесь все автоматизировано, рассчитано, поэтому можно не спеша ехать. Секундомера нету на светофоре там. Осталось 3 секунды, 2 секунды. Нет такого здесь. Там, наверное, видите, машину грузят, поэтому здесь автопогрузчик. Автобус сломался, ремонтирует. Приехала дорожная служба. Так, это автосалон Big Motors. В YouTube канале я уже снимал. Вот здесь, видите, опасно, когда он поворачивает, не зацепить. Поэтому надо все время думать. Водителю надо все время думать, где, как компьютер. Вот это первая дорога, она едет в сторону Осака. Обратно в Куру. До Осаки отсюда 37 километров. Там с правой стороны вертолетная площадка. Можно за $200 круиз сделать над городом с человека. Хэри Поттер сейчас, может, увидите, не увидите. Это река Уджигава, мост через нашу речку. Сейчас я вам покажу. Вон там, видите, вертолеты маленькие. Не видно, наверное, все летают. А вот там маленький стоит, видите, да? Готовится. Так, мне надо налево, как я говорил, обрезая через поле, чтобы там на светофоре не стоять. Вот здесь вот. Отсюда быстрее и комфортнее. Так, здесь надо слева, справа пропустить, потому что я выезжаю на главную дорогу. И вот, пожалуйста. А тут уже рисовые поля, там хайвей. Дорожные службы что-то мерят. Это старшая школа, едут с учебы уже, видите, они на велосипедах передвигаются.
солнечный удар можно схватить. Вот, пожалуйста. И вот если прямо ехать, я выйду 12-й, 11-й микрорайон, я так называю. Хорошо посередине ездить, да? В Кыргызстан приеду, буду по правой стороне, в Японии надо по левой. Ну, я так как здесь 10 лет за рулем, поэтому я привыкаю быстро, ориентируюсь быстро на месте. Советская школа, она все равно во мне осталась. Вот. Старшеклассники возвращаются домой. У нас в нашем префектуре каски не носят. Есть районы, где каски носят. Школа обязательно. Ну, рис поспевает уже. Где-то 2 месяца уже. Смотрите, рис подрос. В октябре, 1 октября они начнут уже убирать рис. Двухполосная дорога. И сейчас, что удивительно, там дома построены. Они пробили узкую дорогу. Так, это здесь поворачивает направо. Пропустить надо всех. Вот смотрите, здесь с правой стороны интернат для престарелых, для пожилых. 2 полосы, дома, частная территория за Арыком. Вот Арык на дороге, частная территория. Вот смотрите, здесь 2 полосы сужаются в одну. И вот если оттуда машина едет, надо стоять, ждать, пока она проедет. Вот здесь вот. А ромбики означают, что впереди пешеходный переход. Здесь пластик сегодня, мусор, расписание. В четверг у них, оказывается, пластик. Везде есть. Пожалуйста, теперь я еду. Там черную машину, видите, да? Она остановилась, ждет, пока я проеду. Здесь надо посмотреть налево, направо, потому что велосипедисты могут выскочить. И проезжаем. Опять ромбики, опять пешеходный переход. Вот, они стоят, ждут. И нам им спасибо сказать. Видите, я их поблагодарил. Взаимоуважение. Так, вот пешеходный переход. Так, мне надо... Блин, здесь нет, оказывается, места. Мне на магазин. Так, оставлю здесь машину. Ну все, ребята, на сегодня все. Заходите, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. Вот бабушка едет. Так, ну что, продолжаю. Получится наоборот, я буду показывать, как я сюда приехал. Так, сейчас поставлю, а то впереди могут гаишники быть. Почему он болтается? Сейчас, подождите, камеру закрою. Советская ГАИ, РЕО назывался, регистрационный экзаменационный отдел. Сюда такси ходят, автобус тоже ходит. Такой район, блин, закуток. Так, у нас сегодня 36 градусов. Вот учебная машина. Кто забыл вождение, они здесь тренируются по 6-7 часов. Потому что экзамен они там внутри сдают. Здесь можно заплатить деньги и потренироваться с инструктором вождения. Так. Вот по этой дороге я добирался на велосипеде. Правда, я там на светофоре надо на велосипеде направо. На мост выскочить. Я на машине, поэтому.
салон есть, должен быть. Мы прибегали, это фотографировались. Потому что размер там 2×3, чисто японский размер, непонятный, блин. Здесь должен быть где-то автомат. Здесь вот здесь был комбини 100. Закрылся, оказывается, компания по продаже машин. Так, вот доллар 139. Поднимается. Ну, какие машины, смотрите. Блин, звери, титаны. Джипы. Так, тут направо. Тут столовая дешевая, самая столовая такая японская дешевая. Вообще этот район грязный район, блин. Ну, как сказать, ну, по японским меркам, да. Тут с левой стороны, вот, Land Cruiser 300, аж 4 восьмерки. Круто, круто. Надо 2 года ждать, пока машины, если в автосалоне закажешь, 2 года ждать, пока машину приготовят, ну и изготовят. Вы же индивидуальный заказ делаете, там кожаный салон, руль кожа, там цвет белый, черный, желтый. Вот авто у нас самые такие сейчас в тренде машины. Вспомни, я летом сюда приезжал на велосипеде. Ну да, энергии много было у меня. Прям голод такой, знаете, после Советского Союза все хотелось узнать, увидеть, пощупать. Поэтому я в первую очередь хотел это самое права получить. И сразу за $500 я купил этот мотоцикл 50 кубов. И на ней ездил на работу утром и вечером. Потому что жить-то надо было. Подрабатывать. Правила дорожного движения, как и везде, во всем мире, одинаковые. Только в Японии правосторонние, это самые удобные они. Японцы провели исследования раньше, что правая сторона самая удобная для водителя ездить. Раньше этих магазинов не было, аптеки не было, одежды не было, здесь вообще пусто было. Ну да, за 28 лет здесь много чего поменялось. Мост не поменялся, вот мост остался. Вот по этому мосту я спустился, и там перекресток я туда прям по карте срезал. Так, у нас без 15:12, жарко. Душно. Мне машина говорит, что налево нельзя, одностороннее движение. А вот с правой стороны. В то время велосипедом нельзя, арба и велосипед по мосту нельзя. Ну я иностранец, я же не смотрел. Ну может быть после 95-го года повесили этот знак, что нельзя. Я приехал на велосипеде. Еще газовые, слева газовые эти хранилища на карте есть обозначено. Ладно, едем прямо, потому что, наверное, там пересечение с первой дорогой. В Японии дороги узкие, но за счет того, что все соблюдают правила дорожного движения,
очень удобно ездить в Японии. Не бояться, если вы даже не читаете иероглифы, не владеете японским языком, можно, смотря на дороги, на знаки, можно ездить. Вот я же говорил, первая дорога забита там. Основная трасса первая. И дорожные полицейские могут сейчас быть, говорит, будьте осторожными, предупреждает система. Вот, кто едет прямо по левой стороне, кто направо, 2 полосы, пожалуйста, видите, да? Вот, 2 полосы. Поэтому первая полоса, кто едет прямо, очень много машин. Там направо. Автобус выезжал с автобусного терминала. Вот, и регулировщик выпустил автобус. Видите? И все пропускают. Так, жарко, да. Жарко, ничего не скажешь. Так, все стоят, все с кондиционерами. Там что? Здесь был зоомагазин был. Наверное, хозяин сменился. Рейс Томас 555. Американский магазин, кафетерий. Так, но я не буду выключаться, едем дальше сейчас. Чуть-чуть. Если прямо поехать, можно выехать к моему дому, но там еще одна дорога есть, пересекается с 24-й дорогой, и там точно такие же пробки, поэтому я хочу обрезать направо, там по полю проехаться, быстрее мне будет добраться до дома. Ну, по дороге сами увидите. Да, корона многому нас научила. Мы 3 года уже не были в Кыргызстане. Ну, я там в ноябре был, на 5 дней летал. Так, все, двигаемся, ребята. Я поставлю, потому что камеру держать и регулировать, ездить рулем тоже опасно, могут штрафануть. И заметьте, пожалуйста, что на перекрестках у нас нету камер слежения, там нарушений нет у нас. Можно вперед проехать, можно на перекрестке встать, и ничего, никаких нарушений не будет. В Японии насчет этого хорошо. Есть в некоторых трассах фиксация скорости, но это редко-редко. В моей префектуре нету. Так, едем направо. Давайте. Ну, здесь все автоматизировано, рассчитано, поэтому можно не спеша ехать. Секундомера нету на светофоре там. Осталось 3 секунды, 2 секунды. Нет такого здесь. Там, наверное, видите, машину грузят, поэтому здесь автопогрузчик. Автобус сломался, ремонтирует. Приехала дорожная служба. Так, это автосалон Big Motors. В YouTube канале я уже снимал. Вот здесь, видите, опасно, когда он поворачивает, не зацепить. Поэтому надо все время думать. Водителю надо все время думать, где, как компьютер. Вот это первая дорога, она едет в сторону Осака. Обратно в Куру. До Осаки отсюда 37 километров. Там с правой стороны вертолетная площадка. Можно за $200 круиз сделать над городом с человека. Хэри Поттер сейчас может увидеть, не увидите. Это река Уджигава, мост через нашу речку. Сейчас я вам покажу. Вон там, видите, вертолеты маленькие. Не видно, наверное, все летают. А вот там маленький стоит, видите, да? Готовится. Так, мне надо налево. Как я говорил, обрезая через поле, чтобы там на светофоре не стоять. Вот здесь вот. Отсюда быстрее и комфортнее. Так, здесь надо слева, справа пропустить, потому что я выезжаю на главную дорогу. И вот, пожалуйста. Ну, а тут уже рисовые поля, там хайвей.
дорожные службы что-то мерят. Это старшая школа, едут с учебы уже, видите, они на велосипедах передвигаются. Блин, солнечный удар можно схватить. Вот, пожалуйста. И вот если прямо ехать, я выйду 12-11 микрорайон, я так называю. Хорошо посередине ездить, да? В Кыргызстан приеду, буду по правой стороне, в Японии надо по левой. Ну, я так как здесь 10 лет за рулем, поэтому я привыкаю быстро, ориентируюсь быстро на месте. Советская школа, она все равно во мне осталась. Старшеклассники возвращаются домой. У нас в нашем префектуре каски не носят. Есть районы, где каски носят. Школа обязательно. Ну, рис поспевает уже. Где-то 2 месяца уже. Смотрите, рис подрос. В октябре, 1 октября они начнут уже убирать рис. Двухполосная дорога. И сейчас, что удивительно, там дома построены, они пробили узкую дорогу. Так, это здесь поворачивает направо. Пропустить надо всех. Так, вот смотрите, здесь с правой стороны интернат для престарелых, для пожилых. 2 полосы, дома, частная территория за Арыком. Вот Арык на дороге, частная территория. Вот смотрите, и здесь 2 полосы сужаются в одну. И вот если оттуда машина едет, надо стоять, ждать, пока она проедет. Вот здесь вот. А ромбики означают, что впереди пешеходный переход. Здесь пластик сегодня, мусор, расписание. В четверг у них оказывается пластик. Везде есть. Пожалуйста, теперь я еду. Там черную машину видите, да? Она остановилась, ждет, пока я проеду. Здесь надо посмотреть налево, направо, потому что велосипедисты могут выскочить. И проезжаем. Опять ромбики, опять пешеходный переход. Вот они стоят, ждут. И нам им спасибо сказать. Видите, я их поблагодарил. Взаимоуважение. Так, вот пешеходный переход. Так, мне надо... Блин, здесь нет, оказывается, места. Так, мне на магазин. Так, оставлю здесь машину. Ну все, ребята, на сегодня все. Заходите, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. Вот бабушка едет.